больше похож на уголок в Париже. Здесь по улицам ходят дамы в шикарных платьях и с ажурными зонтами. Каждый желающий может отведать сливочного круассана и запить его глинтвейном. Ну а чтобы надолго запомнить эти мгновения, можно сфотографироваться с Батыром и прекрасной татарочкой. Париж 1925 в Казани в 2017. Здесь мимы, как в былые времена во французской столице, дарят улыбки и внимание, развлекают детей и взрослых, попросишь, запишут и репортаж. Правда, не мой. От идеи до воплощения прошло, около, наверное, полугода. За полгода команда казанских дизайнеров создала 35 уникальных образов. Вдохновили работы Александра Родченко. Вот его знаменитый триптих: красное, желтое, синее. А вот то, что сотворили дизайнеры и портные. По большому счету, платье само по себе очень простое, а внимание привлекает очень много. Таким и был Александр Родченко, говорят ценители его искусства. Свое творчество он рассматривал как эксперимент. Живописец, скульптор, фотограф, график, родоначальник дизайна и рекламы в СССР, родом из Казани. Своими работами он прославил Советский Союз во всем мире. В одном конце Лесского сада одновременно звучат 10 фортепиано, играют произведения современных композиторов, в другом джаз-бенд из Франции. Дети рисуют на мольбертах Париж, а кто-то знакомится с французской жизнью, изучая литературу. Представлены театральная площадка, хореографическая площадка, музыкальная площадка. Сегодня здесь будут музыкальные перформансы от оркестра Сфорсанды и наших гостей из Москвы, композиторов и художников, которые в онлайне будут рисовать, творить в стиле авангард, в стиле абстракции. Жителей Казани и гостей праздника ждет насыщенная программа до позднего вечера, так что бонжур! Развлечение по душе найдется для каждого. Аделя Кламиц, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.